обратить внимание, сейчас вот Хайрат Бурамбаев арестован, он был хозяином франшизы Макдональдс. И это Макдональдс в Казахстане худо-бедно работал, ну неплохо работал, да. Сейчас он в тюрьме сел, теперь Кремль говорит, мы его забираем. И они будут покупать его, хотят поставить свою точку, российскую. Ну это вкусная точка типа. Ну, что такое вкусная точка, они сами показали сразу же, друзья, сразу же показали, когда они в России Макдональдс в прошлом году закрылся, и они пооткрывали свои точки, значит, эти вкусные точки за место Макдональдса. Везде там, в Ставрополе, народ возмущался, вот пермяки жалуются, там гнилое вот это, с плесенью. Не могут вот эти наши северные соседи ничего делать, да. И вот они, только потому, что во власти у нас Тухаев, русские представители русского оккупационного режима, они продавливают, Макдональдс выкидывают, и сейчас по всему Казахстану будете кушать булочки с плесенью от Путлера. И эти деньги будут идти на Путлера. Вот я не знаю, как народ поднять, да, может быть, Макдональдс, кто-то любит, будет выходить на это. А вообще-то выходить я сейчас вижу, вот как в политическом плане никто не будет, вот, люди, но я вижу, что народ страдает. Вот сегодня опять новости вышли, там нефтяники вышли. Выходите все! Требуйте повышения заработной платы. У меня под каждым видео описание есть, и там внизу граждане призывают всех выходить на митинги, требовать на забастовки, требовать повышения заработной платы. Мы сейчас должны площади заполнить. Вот я сейчас понимаю, что это затягивается, то, что как партия, люди не понимают этого, к сожалению. Но жизнь заставляет. Январь пришел, начались переоценки, калькуляции, цены будут поднимать. Поэтому, чтобы с голоду не сдохнуть, как в 1920-30-е годы, по вине тех же людей, русских шовинистов, которые сейчас все богатство наше забирают, выходите каждый день на митинги. В любом предприятии перед работой стойте, забастовку, не митинг, забастовку. Требуйте повышения минимальной заработной платы $500. Вот наше должно быть стать, это сейчас главный лозунг.